Здравствуйте, Маша Долши. Я приветствую вас на своем канале. И перед началом моего ролика хочу показать вам посылку от любимого Василька. Мой заказ. Он пришел, и мы его сейчас вместе с вами распакуем. Так, значит, сейчас посмотрим, что мы заказывали. Так, значит, вот первое, что я вынула, это туника, которую мы заказывали в Танзиле, старшей моей дочери. Значит, туника стоит 846 рублей, 50 размер. Вот такая вот красота. Вот такая вот футболка 48 размера оверсайз. Я еще говорю Ибрагиму, что это такое, это же огромная. Она говорит, я ее поэтому так и заказываю. Короче, это заказ Ибрагима. Не знаю, ну тут, если честно, туда 2 Ибрагима войдут спокойно. Ну, пусть носит, раз хочет. Так, тоже, друзья, трикотаж хороший, как я всегда говорю. Они очень тонкие, как раз вот сейчас. Обработана красиво. То же самое и туника женская. Она такая вот, я не знаю, как она называется, материал. Сейчас мы прочитаем здесь, что это. Ну, трикотаж, конечно, но он такой вот. Вискоза. Тянется такой вот. И его и гладить не надо. И при стирке будет очень удобно. И, ну, как раз вот на весна-лето. Так, дальше, смотрим, что дальше. Так, вот такая толстовка. Вот черная толстовка. 50 размера, тоже ХБ. На рукавах вот такой вот принт Альона. Вот такой вот принт. Накладные вот такие вот карманы. То же самое прошито хорошо. Вот мне кто-то спрашивал, вот сделан ли здесь еще один шов. Вот здесь вот действительно сделан шов, да. Оверлоп и еще шов. Поэтому, ну сколько мы носим, уже почти год мы заказываем Василька. Распороться ничего у нас не распоролось. Все футболки, все туники, все в хорошем состоянии. И стираем мы их иногда даже на 40 градусов, и ничего, ни цвет не меняется. Поэтому мы довольны, мы поэтому и заказываем. У меня мальчики, в принципе, ходят во всех этих от Василька в туниках, футболках. И мальчики, и внуки. И вы сами знаете, что маленьким внукам вообще мы столько заказывали. Но пока уже так много всего позаказали, что малышам пока ничего не надо. Так, еще одна не туника, а это уже толстовка. Аляска. 48 размера. Но она такая теплая. Как раз на весну. Вот такая теплая, мягкая. Тоже все очень хорошо. Швы обработаны, накладные карманы. Тепленько. Это заказывал старший сын себе. Вот так вот. И Диверу я заказывала тоже и толстовки, и футболки. Тоже ему очень нравится. Носит с удовольствием. Толстовка действительно хорошая. У нас сегодня такая жара, наверное, поэтому голова просто раскалывается, болит. Ночью холодно-холодно, а днем прям вот уже лето. Вот такая вот толстовка. Так что, друзья, заказывайте, смотрите. Я не знаю, мне нравится. Многие пишут, что не нравится, но мне нравится продукция Василька. И не из-за того, что прям я делаю рекламу ей. Так, ну, мужские носки везде. Мужские носки, их всегда не хватает. И у нас, хоть у меня и 4 мужчин в доме, но почему-то все одноногие бывают. Или моя стиральная машина эти носки ест, или я не знаю. Мы с трудом находим пару, поэтому заказала вот 2 упаковки мужских носков. Так, туника стоила 846, женская. Сейчас я вам не сказала цены. Дальше. Толстовка 50 размера, вот эта вот тонкая, которая черная, она тонкая просто. Она стоит 1656 рублей. А толстовка, вот, которая вот теплая, вот, она стоит
1398 рублей. А носки мужские стоят 24 рубля. Вот на 1032 рубля у меня вот эти вот носки. Я не буду распаковывать. Носки, сами знаете, носки хорошие. Носки как носки. Так, дальше. Носки женские я еще заказала. Вот 6 штук по 43 рубля. Вот, женские открою. Вот по 2 пары Тензили мне и Мадине. Вот такие вот носочки. Симпатичные, с пчелками. Тоже нормальные обычные носки. И недорогие. Как раз на весну. Так. Теперь у меня еще тут носки детские. Я их заказала для Аишки. Потому что, сами знаете, деткам носков тоже всегда не хватает. Мадина приезжает с детьми. Иногда столько привезет вещей, а иногда почти ничего не везет. Поэтому я про себя думаю, куплю носки и положу, чтобы они у меня лежали здесь у меня. Вот такие вот коротенькие, симпатичные носочки. Летом, к весне, тем более, Аишка везде лазит, приходится часто менять. Купила вот такие вот носочки для Аишки. Ну и, как всегда, постельное белье полуторка. Тоже. У меня все белье теперь от Василька. Я им довольна. Стирается хорошо, ничего не, как бы, никаких катышков, ничего. И не линяет. Ну, это взяла просто в запас. Понравилась мне именно темная расцветка. Вот такая вот наволочка. У меня все подушки вот такие вот. У меня нет продолговатых подушек. У меня 70 на 70. Все подушки свои из пуха гуся. Так что вот так вот. Мне понравилась эта расцветка. Действительно темненькая, хотя, ну, особенно мальчикам будет. Вот такая вот простынка. Это морочка. И вот такой вот крылья. Это поплин, друзья, и он стоит у нас, сейчас я вам скажу. Куда он пропадает? Значит, это поплин. Стоит он 2215 рублей. Это с одной стороны, это с другой стороны. Так, качество, швы, все мне тут нравится, все нормально, все прошито, все подвернуто. Наволочки с хорошим запахом бывают. Обычно, сейчас посмотрим. Так, тот же хороший запах, вот видите, что подушка не будет вылезать. Все четко. 100% хлопок. Поплин. Вот такие у меня покупочки, друзья. Это на 8000. Покупка на 8108 рублей. Так что заказывайте, друзья. Ссылку на магазин, на любимый Василек, я оставлю в описании, закреплю в комментариях. Также ссылка на Василек будет у меня и в Рутубе, и в Яндекс.Дзене. Если кто, посмотрите, закажите в качестве. Я вам совершенно скажу честно, в качестве я не сомневаюсь, качество хорошее. Мне действительно очень нравится и белье, и нравится трикотаж. Так что заказывайте, заходите, смотрите. Ну вот как-то так. Так, друзья, это уже второй день съемки. У нас опять заказ. Опять заказ на свадьбу. И вы знаете, очень много комментариев я под последним роликом читаю, что в принципе, да, и кухня маленькая, и столешница для рабочего места у меня маленькая.
Но для моей семьи, в принципе, мне хватает, как бы, да. На эти заказы я не рассчитывала. Скажу вам, я же рассказывала, что в действительности я даже плиту покупала, чтобы поставить ее под навесом и делать заказы. Ну, у нас была какая-то задумка закрыть это помещение, сделать помещение, но потом мы передумали, потому что, ну, я не хотела делать эти заказы, скажу вам честно, потому что я не успеваю. Так, друзья, меня вызывали, пришел электрик, наверное, или не знаю, ну, кто смотрит счетчики, короче говоря. У меня не работает, оказывается, счетчик электрический, нужно писать заявление, менять счетчик. Не помню, что я говорила, но говорила о заказах. Короче, да, мне тоже очень жалко свою кухню, что она вдруг может испортиться или еще что-то, но я не рассчитывала, поэтому и сделала это так. Кухня, да, маленькая для такого объема работы, но если я буду работать, ну, какое-то время, как Танзила мне заявляет, мне придется работать. Сейчас уже на улице становится тепло, весна по-любому, у меня есть навес длинный. На крайний случай пока переставлю печку, если будут заказы, пускай стоит там под навесом и буду делать эти заказы. Дело в том, что я не собираюсь делать их долго, по крайней мере не собиралась. Да, мы хотели открыть там цех, закрыть это помещение, сделать цех. Пока я заказывала эту печку специально для этого, пока. Ну, потом, думаю, может быть, профессиональные какие-то печки закажу, и мы будем работать. Но у нас это как-то вот как мы загорелись как-то этим еще осенью, потом что-то обратно разгорелись, можно сказать. И поэтому, друзья, я вот переделала и печку сюда занесла, не стала ее там ставить. Я уже объясняла, я уже говорила. Ну, вы мне пишите в комментариях, поэтому я вам хочу так объяснить потихонечку, да, пообщаться с вами о моих планах. Но дело в том, что пока Танзила не может заниматься этой работой, но она категорически не хочет бросать эту работу, хотя мы ее уговаривали и сейчас уговариваем, но она говорит нет. Действительно, мы любим эту работу, можно сказать, готовить. Я имею в виду готовить. И я люблю готовить, и она любит готовить. Да, это очень трудная работа. Но она говорит: мам, пока я не хочу терять своих клиентов. Если бы ты пока держала мой бизнес как бы на плаву, а потом, когда я вылечусь, может быть, я себе возьму помощницу к себе на работу, чтобы... Ну, работала за нее, она контролировала. В принципе, ничего страшного. Поделят прибыль даже можно пополам. Потому что иногда бывает хорошая прибыль, особенно если огромный свадебный, ну, большой свадебный заказ, то прибыль неплохая. Поэтому вот как-то так, друзья. Поэтому я хочу немножечко ей помочь в этом плане. И денежка нам не помешает по ходу. Да, конечно, сейчас немножко сложновато, потому что действительно Танзиле я не разрешаю делать ничего. Единственное, что она мне убирает, заправляет постель и пылесосит. Все. По дому больше она ничего не делает, потому что ей запретили там поднимать тяжести, возиться в воде, что-то такое, готовить. Она ничего не делает, просто лечится. Единственное, что вот эту вот пыль сотрет, сухую уборку делает. Вот так вот. Скажу честно, конечно, работа немножко трудноватая, ну а кому легко сейчас, по идее, да? У кого есть много денег. Много денег у меня нет, поэтому я делаю как могу. Вот как-то так. И что? Сегодня, значит, так, небольшой заказ. Может, я повторяюсь, вы меня извините, потому что все-таки прервал меня этот парень. 25 кур. Заказ не очень большой по меркам Танзилы. Она говорит: мам, да это такой ерундовый заказ. Тем более, говорит, нет салатов. Действительно, когда много салатов, у меня вообще это нудно резать это все, шинковать. Это немножко нудновато. Кур, в принципе, пожарить и индейок пожарить, это не очень сложно. Тем более, сегодня это не будет сложно, потому что они уже разделаны, они уже помыты, они уже готовы. Просто замариновать и завтра запечь. Все. Поэтому это легко. Фарш у меня на 20 килограмм фарша на котлеты должны привезти, еще не привезли. Привезли сейчас кур и индеек. Сейчас я их быстро замариную. И, может быть, под вечер я начну их жарить. Посмотрим. Индеек только завтра, чтобы они хорошо промариновались. Вот так вот, друзья, немножко вам объяснила. Ну, а если так вдруг пойдет эта работа, не знаю. Я такой, знаете, человек такой, что, как бы сказать вам, не рисковый.
Вот и осенью не рискнула открыть этот цех, потому что, хотя Танзила говорила, мама, будут заказы, открывай, делай, закрывай, все это делай. Я не рискнула на это, не пошла на этот шаг. Я 1000 раз взвешу, чем рискну. Хотя ничего не теряла. Там немного расходов было, чтобы закрыть это помещение. И, в принципе, и печку купить можно было бы. Ну, не такую, не эту, а именно профессиональную печку. Но опять-таки, если покупать профессиональные печки, они должны быть у нас электрические. А для этого мне нужно ставить какой-то подтрансформатор какой-то маленький. Вот у меня у соседа тоже, вот, они открывают кондитерское или что-то такое, булочки, пироги печь. Они уже поставили маленький трансформатор. Ну вот настолько у меня, конечно, нет денег. Это пока осуществить я не могу, поэтому вот, взвесив за и против, мы замяли эту тему, что будем открывать цех, и я оставила это. Вот так вот, друзья. Короче говоря, вот так с вами немножко пообщалась. А сейчас начну работать. Так, хорошо действительно, что их не надо мыть. Ну, видите, вот они все уже помыты, в пакетах, в кульках, все принесли. Это здорово. И там у меня идут вопросы. Танзила, они уже по-своему, видишь, не как мы. Они делают так. А почему и кожу сняли с этого? Ну, чтобы не смотрите. Почему большими кусками? Ну, у нас вот так вот, не знаю, вот все делают большими кусками. А вот видите, они вот сделали по-другому. Мы обычно делаем вот эти ребрышки, оставляем пополам с грудинкой. И поэтому она получается такая мощная, большая. Но это у нас так заведено, друзья. У каждого свое, как бы, свои заморочки, да? Поэтому вот как-то так. Видите, они даже кожу сняли с грудинок. Так, 2 курицы, да, здесь? В одном кульке 2? Нет, 2 кулька я сделала. Курица, по одной курице они положили. По 5 кур я замариную, чтобы было легче мешать. Так, друзья, значит, здесь у меня 5 кур. Ну, они в среднем сейчас вот получается где-то 10-11 килограмм. Одна курица у нас 2-200, 2-300, когда как. Ну, примерно мы сделали средние, значит, на 10 килограмм куриного мяса мы добавляем 2 столовые ложки с горкой соли. Так, значит, но уже перец, и это я, честно сказать, я добавляю на глаз. Черный перец. Курица любит черный перец. Также любит и чесночный перец. Тоже на глаз. Ну, наверное, где-то, может быть, по столовой ложке. Но точно не знаю. Надо будет как-то посмотреть. И паприку. Ну, где-то 2 столовые ложки, наверное, да? Хватит или еще? Хватит? Как ты думаешь? Все. Так. И так тоже на глаз соевый соус. Все. Я обычно добавляю растительное масло, но Танзила заявляет, что его просто не нужно. Что куры и так жирные, от них и так выходит сок. И тщательно все перемешать. И вот я оставлю. Сейчас у нас время где-то 5 часов вечера. Ну, где-то в часов в 9-10 я начну жарить. Потому что холодно все-таки. Можно сегодня же пожарить, чтобы завтра уже я спокойно сделала котлеты, спокойно пожарила свои эти самые индейку.
Так, друзья, теперь будем мариновать индейку. Но прежде чем замариновать индейку в специях, я ее замариную немножко в воде с уксусом. Значит, у меня тут литра 3 воды и где-то неполный стакан уксуса я налью, чтобы индейка была сочная. Ну и часа на 2 она у нас постоит. Видите, у нас не разделывают их на более мелкие части. Так заведено, друзья. Вот индейка крупная. Так, единственное, она попросила разделить ножки. Ножки, ляжки. На 2 части. Выгнали мы Каспера с Моськой, так они так просятся. Кто это? Твой старший сын. Так, воды мало, надо будет еще приготовить. Еще надо? Так, друзья, значит, у меня воды оказалось здесь мало. Приготовлю снова и налью. Так. Вот так. Все, теперь индейка наша вся в воде. Я надеюсь, видно. Так, или я, может, сейчас руки вытру и покажу сверху, как и что. Надо мне еще много вещей здесь надо прибить сюда что-то, чтобы вешать полотенчика. И да, друзья, уехали мои внучата, младшие, старшие здесь, с мамой своей, как я говорила, у него каникулы. Когда они здесь были, я все время нервничала, что они шумят, что они везде лазят. Уехали, уже скучно, мы все скучаем. Сегодня утром просыпаемся, и все как будто бы из одного... Каждый говорит, как будто бы одно и то же, да, вот как будто бы сговорились. Как скучно без ребят утром, как скучно без ребят. Так что, друзья, с детьми, конечно, намного веселее. Хоть, ну, когда делаешь заказы, конечно, они мешают. Как они зайти в это? Вот так вот, видите? Индейка в воде с уксусом. Пока прикрою крышкой, поставлю на улицу часа на 2. Добрый вечер, подписчики. حمي ايش شيء قمع على حد يبارك شيء حمي ايش حمي. Так, мужчины мои просили не показывать, покажу просто руки, да, вот. Племяшка у меня в гостях. Внуки встретили. Да, Дочеря. жена моего брата, племяшка. Правнуки. Ерму радостен, да нет, Хамхалц. Каст, ну ешь. Так, приехали нежданчиком, поэтому у нас только пельмени. Что? Почему? Малика, а тебе, наверное, пельмени и дома надоели, нет? Я тебя? Ты только готовишь, да? У нас Малика тоже занимается полуфабрикатами. Аминь. Давайте, хамяши все. Ага. Ванва, не вейн.
Akın yağır su. Koydukça. Özütü şunu bir arvayan yok haç ver. Haç ver. Ну, картинка похожа только. Ведражами отсюда. Şu ведер, лицинку şu. Конечно, мандарины же. Уже соёк, хоз мандарины же. Конечно, acısı bu. Soğuk, hamar. Fırıl da ayarlar. Açtı, yıkaya. Satıştı. Hadi vatırsın. Marka basmı ben ya, марка basmı bu коликостı. Сағында лучше. И все, пропал. Мои дорогие, у нас уже второй день. Я снимала, когда мариновала курей и индейку. А теперь уже, вот видите, сегодня суббота. Я их уже обжариваю, жарю. Так, значит, одну партию я уже пожарила. Одна партия у меня стоит в духовке. Вот, как видите, третья уже готова. Дело в том, что вчера у меня было много гостей. Приемный день как бы был вчера. Так, друзья, у меня идет процесс. Как видите, одну кастрюлю кур я уже вынесла, пожарились. Теперь жарятся дальше. Так, а это последний лоток. Это куры. Приготовила, ну сейчас поставлю в духовку кур. Так, девочки, кто-то спрашивал про печку. Все-таки, знаете, мне не нравится, что нельзя сразу включать и вверх, и вниз, и низ. Нужно тут только вот или вверх, или вниз. Было бы здорово, если бы было по-другому. Все-таки грудинку они слишком так вот не тонко срезали и очень долго жарится. Боюсь, останется сырая, и поэтому приходится дольше держать. Я не знаю, у нас в кафе, где я работала, была тоже такая же печка большая. Там включался и верх, и низ одновременно можно было включить. Здесь нет. Вот это вот мне в этой духовке не нравится. Потому что два противня, когда стоят, то нижний бы сам себе пекся, а верхний бы просто я вот сделала бы, как бы, чтобы вот цвет был красненький, дожарила бы дальше. Было бы здорово. Так, это я уже наливаю это же масло, чтобы не пересушивалась курочка. Сейчас немножко остынет, потом я ее перекладываю в кастрюлю, и она уже не пересушивается. И когда в кастрюлю перекладываю, тоже немножечко подливаю этим же маслом. Ну, вот как курочка пожарится, у нас еще индейка. Так, а здесь у меня... Так, видно, что фарш, да? Так, здесь у меня фарш 10 килограмм в этом тазу, 10 килограмм в этом. Я его уже приготовила. И, друзья, у меня был комментарий, когда я готовила на заказ котлеты. Ну, их было не так много, когда небольшой заказ я делала. Мне советовали добавить растительное масло и сахар. В один фарш я добавила, в этот пока добавлять не буду. Прожарю и посмотрю как.
Было сказано, что на килограмм фарша нужно добавить чайную ложечку без горки сахара и 3 столовые ложки растительного масла. Вот я в этот фарш добавила. Этот пока я вынесу, пока буду жарить. Посмотрю, если действительно так понравится мне, то и в этот добавлю. Вот так, друзья. Сейчас я здесь приберу и потом начну жарить котлеты. Ну вот как-то так. Мамаши. Так, и, друзья, вот так вот я пока сформирую котлетки. Не знаю, там видно, нет, наверное. Но вот так вот сформирую лоточки. И только потом начну жарить. Ну, где-то 100, 105, 107, когда как я сейчас просто примерно кладу, а потом уже, в принципе, они получаются одинаковые. Немножко вот так вот отбиваю, и все. Я никого не учу, может, даже делаю неправильно, но делаю так. По-другому не умею. Правда, котлеты на свадьбу нудная работа, конечно. Ну ничего. Надо как-то зарабатывать. Так, друзья. Кури у меня все, последняя партия, котлеты жарятся, сейчас быстро уберу кур и будем обжаривать индейк. Что ты тоже продаешь? А? С маленьким. Да. Так, друзья, и теперь у нас дошло дело до индейки. Как видите, вот так вот она у меня всю ночь простояла в воде с уксусом. Теперь мне ее отсюда вы... Алло, может сразу намазывать и ложить? Нет, ты отдал без. Так вот. Так, друзья, теперь будем мариновать. Ну, не мариновать, у нас замаринованное. Значит, здесь у меня майонез, аджика, такая, можно сказать, почти сухая. Соль мы добавляли, воду с уксусом, я вам не говорила в тот раз. Так. Значит, я сюда еще, оказывается, у меня переполнена память, выключился телефон. Я сюда добавила еще паприку, чесночный перец и красный жгучий перец. Теперь все перемешаем и будем обмазывать нашу индейку. Тщательно перемешаем сначала. А вот есть.
Так, и теперь вот так вот я тщательно руками намажу нашу индейку, друзья. Так, друзья, заказ мой идет к завершению. Индейка тоже готова. Котлеты последние жарятся. Так, друзья, все-таки пришлось отвлечься на котлеты. Продолжим свои действия с индейкой. Все, последние штрихи. Можно сказать, заказ у нас готов. И, друзья, совсем забыла. Я сегодня сказала, что добавила растительное масло и сахар в фарш по рецепту моей подписчицы Земы Католовой. И хочу сказать, что в действительности Ибрагим, ну, мы дали первую котлетку попробовать Ибрагиму, потому что я только с 1 килограмма, ну, с одной чашки делала с этим, а вторую добавлять боялась, не знала, что будет. Дали попробовать Ибрагиму, просто попробовать, ничего не говорили. И он сразу: мам, какие крутые эти котлеты. Таких вкусных ты никогда не готовила. Так что, друзья, действительно, добавив в фарш растительное масло и сахар, котлеты получились вкусными и сочными. Спасибо большое тебе, Зема. Ой, извини, что тебе. Так, ну вот, друзья, заказ мой, значит, готов. Тут на съемках кажется, что горелое. Я снимаю, а Джабраил говорит: мам, это круто вроде бы. Почему-то это при съемках кажется слишком черное. Так, вот таких вот две огромных чашки, назвать тазами как-то не хочется, котлет, вот таких вот 2 кастрюлях куры. Значит, у меня котлеты из 30 килограмм фарша, 25 курочек и 2 индейки. Вот такой заказ у меня сегодня. И вот такой вот бардак. Вот что бывает после заказов. Ну ничего, сейчас быстренько приберем и ляжем спать. Уже 11 часов ночи, друзья. Ну вот как-то так.